викинг, варяг, норман, рус. Называли представителей данного сообщества по-разному. Большинство этих названий это экзоэтнонимы или экзополитонимы, можно назвать. То есть то, как называет это сообщество другие. Единого какого-то народа под названием викинг в те времена, безусловно, не было. Почему? Потому что южно-скандинавское общество еще стояло на пороге только-только оформления прочных таких политических, социально-политических, этнополитических группировок, и ни о каком сложении единого народа речи быть не могло. Но слово само викинг, да, ведь викинг, можно назвать его перевод как, если перевести викингер, или по-датски, или по-норвежски викингер, или по-шведски викингар, например. Прибрежный житель, можно самый упрощенный прибрежный житель. Там уж потом можно домысливать, что житель портового города, житель портового поселения или прибрежного поселения, это уже вторичное. То же самое, например, слово варяг. Варяг, множество есть этимологий, есть византийская этимология, есть чисто, скажем, германская этимология этого слова, есть даже от профессионального, то есть гребец, гребцы, морские, то есть мореплаватели, можно оттуда вывести. То же самое, например, с термином норман. Ну, норман тут даже легко расшифровывается. Для жителей континентальной Европы, все северяне, даже, собственно, даны, то есть жители Дании, они все норманы, то есть все северяне, северные люди. Интересующий наш период, норманы – это люди моря, которые приходят то есть с целью грабительских походов в европейские города. Германские, франкские, британские города, вот они все норманы. Ну и понять, то есть термин «рус», ну, мы помним со школьной скамьи, так ведь нам как только не выводили этот термин, и от реки Рось, и от Роксолан, и от русинов карпатских. Собирательный термин обозначающий, ну, как бы, военно-политическое объединение народов Восточной Прибалтики. Они могут быть и славянами, могут быть прибалтами, могут быть скандинавами. Самое такое сейчас широко распространенное объяснение происходит от понятия роудси, так ведь? Роудси то же самое, что близко к понятию варанг, то есть гребцы. Но термин «Русь» очень быстро стало термином политического объединения, и в Средневековье часто использовалось совершенно в различных ситуациях. Например, даже более поздний период я возьму, Ипатьевской летописи есть рассказ, и есть Лаврентьевской летописи рассказ о борьбе двух объединений народа Мордва, командованием или под управлением мордовских князей Пуреш и Пургас, которые воевали друг с другом. Одним из них за Пургасом стояли волжские болгары, за Пурешем русские княжества. И в летописи рассказывается о том, что воевал между собой Пурешева Русь и Пургасова Русь. Вот в данном понимании Русь, да, означающая вот военно-политическое какое-то объединение. Что касается, я уж подробной политической истории вообще не хочу затрагивать. Для меня очень важно их присутствие здесь. Есть множество не совсем таких точностей касаемо активизации викингов в европейском континенте. Мы знаем, что уже с 8 века викинги весьма активны на Северном море, на северных берегах Западной Европы, на территории Англии. Первые такие походы на территорию Англии мы знаем 753 года. 753 года в 853 или 856, надо посмотреть дату, они уже берут Париж, да, и становится очень грозной силой для всех политических образований Европы. Более того, нападает и на Испанию. Уже флот викингов, обойдя
Западную Европу проникают в Средиземное море, нападают на Сицилию, даже доходят до Константинополя. До Константинополя они не как бы с Прибалтики дошли, а обойдя. Вот и существует такая точка зрения, что как только европейские государства научились воевать с ними, а в чем суть научиться воевать? То есть они очень хорошо наладили так называемую береговую охрану. Особенно вот Франция. Как только они научились воевать, все, опасность викингов само по себе стала спадать. Единственное, кто продолжала страдать, это Британия. И, мол, после этого взор викингов, мол, обратился на восток. Когда вот европейцы с ними научились, викинги, получив несколько раз очень жесткого отпора, особенно на территории Франции, они решили попробовать, мол, свое счастье на Востоке. Это не совсем так. Точнее, это вообще не так. Вообще не так. Почему? Потому что определить, какое направление доминировало в тот или иной период, но пока по источникам и по иным, по археологическим, тем более, данным мы не можем. Единственное, мы можем сказать какие-то сохранившиеся сведения, то есть указать на какие-то сохранившиеся сведения, когда все это произошло. Например, мы знаем, что в 689 году викинги взяли Сааремаа, это на Восточной Балтике, ну, современный эстонский это остров, да, Восточная Прибалтика. Это первое зафиксированное такое проявление активности викингов вообще в Балтийском море. Уже 750-е годы, одновременно их начало наступательных действий в Британском полуострове, они же уже проникают в Приладожье. То есть, по крайней мере, археологические данные, некоторые археологические данные дает нам право утверждать проникновение скандинавов, ну, скажем так, северных балтов, будет точнее, Приладожье где-то в середине 8 века, уже в середине 8 века. В связи с этим просто, опять-таки, школьный, университетский рассказ приходит мне в голову о призвании варягов. Так ведь это общеизвестный рассказ, очень интересный рассказ, что начинается с чего? 860 год, да? 862 все-таки, потому что попытка несколько удлинить не увенчалась успехом в исторической литературе. 862 год в доме новгородца Вадима, произошла драка, там очень сильно побили варягов, и варяги, обидевшись, ушли. И, мол, начался раздрай, начали, то есть никаких порядков не стало, и вот решили, скажем, совокупившись, так ведь, Кривичи, Словения и Весь, решили призвать себе варягов. Помните, как они обратились, скажем так, Рюрику и его двум братьям, Синеосу и Трувору. Земля наша обширна и богата, но нет в ней порядка. Приди, правь нами по правде. То есть правда, если возьмем от древнерусского понятия, правь нами по закону. Вот любой историк скажет, что где-то эти слова он уже слышал. Если посмотрите предание саков или сакское предание, там те же самые слова. Саксы обращаются к пришедшим ярлам скандинавским теми же самыми словами. Земля наша богата и обширна, но в ней нет порядка. Придите и правьте нами по закону. Кто у кого позаимствовал вот эти выражения, сейчас уже ни один историк досконально не скажет. Но учитывая, что оба источника составлены только в XII веке, и повесть временных лет, и вот эти сакские песни зафиксированы на бумаге в это время, сейчас уже мы не увидим. И причем не только эти два источника говорят, еще множество можно найти, где также идет такой призыв властвовать, обязательно почему-то варягов, ну, данов или свевов, там не суть это важно. И получается,
получается, живущие здесь славяне, ну, по крайней мере, из трех приглашающих два славянских племени, да, ну, правда, несколько разного происхождения, словени и кривичи, славяне. Пусть одни будут, скажем, то есть западные славяне, другие будут ближе к карпатским славянам. Не суть это важно, это уже новгородская земля, они уже туда переселились, и они зовут кого-то. А если мы покопаемся в сути, так ведь славяне и, условно скажем, в кавычках, викинги появились в этом регионе почти одновременно. Здесь 8 век, и проникновение славян с юга в это время тоже 8 век. Поэтому легенда призвания варягов, это очень интересная легенда. Здесь еще работать и работать. Эта легенда выходит далеко за пределы борьбы норманистских и антинорманистских теорий. Три брата, условно, так ведь, три начала. Это триединство по скандинавской мифологии, символ триединства. Но по сути мы знаем, что речь идет не о братьях в данном случае, так ведь просто летописец не совсем правильно понял эти термины. Рюрик, Синиус, то есть родичи, и Трувор. Трувор переводится как войско, дружина. Английское слово сохранилось troops, то есть войско. То есть приди к нам с родственниками своими и войском своим и установи порядок. Но, честно говоря, вот это лишь верхушка айсберга. Основной интерес для скандинавов – это не миграция куда-то далеко от своей родины, заложение там нового государства. Хотя и это. Мы знаем, что викингами становились обычно второй, третий и последующие сыновья, потому что по скандинавским или, скажем так, по датским законам наследство переходит к старшему сыну. Все имущество, то есть не делится ничего из-за скудности удобных для возделывания земель, чтобы эта земля еще могла прокормить какую-то семью, не делили ничего. Вот как от отца досталось, вот она остается у одного, остальные вынуждены искать счастье. Поэтому значительная часть, скажем так, как поздние средневековье говорили, свободного населения, людей длинной воли по Гумилеву, если посмотрим, так ведь, они вынуждены были или заниматься военным грабежом, что как бы дает очень быстрый оборот. Собрал команду, напал, вот ты уже богат. Так ведь? Но есть определенный большой риск, что тебя могут просто свернуть шею. Так все заканчивается у тебя на... Посмотрите, вот один из братьев, Тор, помните, сыновей Одина, так ведь? Именно олицетворяет вот это направление действия. Война, драка, битва, вот священный молот Тора, разбить врага в его гнезде. Тор никогда не дерется в Вальгале, то есть Асгарде. Он всегда дерется на чужой территории. Это вот одна стезя. А вторая – это торговля. Торговля, проникновение, постепенное налаживание связей, может быть, создание каких-то торговых факторий. И, естественно, человек хитрый, лукавый, в данном случае Локки, знаете, да, второй младший брат или незаконный брат, не совсем из этого дома, намек на то, что не совсем он из сыновей чисто отца, бога отца Одина. Вот посмотрите, если в Западной Европе, по отношению к Западной Европе, скандинавы обычно действовали, викинги действовали силой оружия, грабеж, и причем частенько это подавали как борьбу традиционной веры против христианства. Очень быстро она оборачивается вот эту фольгу. На Востоке еще христианства нет, там такого противостояния нет. Политических систем по сути нет. Есть там так называемое прогосударственное образование, но они очень слабы, зато есть очень ярко светящийся горизонт. В лице хазарского каганата. И два слова
о Хазарском Каганате, точнее не о Хазарском Каганате, сегодня там можно будет отдельно поговорить, а речь идет о одном из самых больших достижений Каганата, это создание трансконтинентальных торговых магистралей. Не сами хазары. Сами хазары здесь военно-политическая сила, которая обеспечивает спокойствие. Торговля не налаживается в военной обстановке. То есть, когда неразбериха, когда неспокойствие, торговли нет. Торговля умирает. Любая военная кампания приводит к обнищанию населения. Установи политическую стабильность, тишину. Начнется торговля. Есть люди, которые могут быстро это наладить. А кто? Данный период, греки, политические, военно-политические противники и соперники при Черноморье, имеется в виду в лице Византийской империи по отношению к Хазарскому Каганату. Хотя у них в конечном счете более-менее такое комплементарное отношение установилось, потому что появился новый враг в лице мусульман, в лице Дамасского халифата. Враг моего врага, мой друг. Армяне в этот период ослабли. Армянская торговля ослабла. Сагдийцы, они далеко. Поэтому и здесь появляется новый, хорошо знающий торговлю народ в Восточной Европе в лице евреев. Изгнанные из территории прежде сасанидского Ирана, еще во времена Кавада, Пироза, но в основном ушли они во времена Хасрова Великого, бежали в основном из Месопотамии, то есть это месопотамские евреи, которых выселили сначала на Южный Кавказ, так называемые южно-кавказские мазырбанства Ирана, ну они оттуда сбежали, оттуда просто перешагнули через Кавказские горы и оказались в Хазарском Каганате, где огромное количество городов, и эти города абсолютно беспризорные с точки зрения торговли. И они взяли эти города. Согласие хазарских беков, хазарских правителей, и наладили очень хорошие торговые отношения. Вот именно из их среды складывается так называемая рахданитская торговля. Торговцы рахданиды. Рахданит переводится «знающий путь». Это еврейское торговое сословие, это, в основном это из евреев-празелитов, евреи, которые приспособлены жить в новых условиях, которые не совсем уже живут, скажем, по Ветхому Завету, не позволяет условия жить и придерживаться всех норм. И посмотрите, в середине 8 века завершается, по сути, складывание вот это торговое сословие, и мы уже видим достаточно короткое время возникновения сначала Волжского торгового магистраля, Волжский торговый путь, пока только от Каспийского моря до верховьев Волги. Потом постепенно от Каспийского моря до Балтийского моря. А потом уже сформируется настоящая мощная торговая магистраль, которая связывает арабский мир, мусульманский мир, по сути, начинается с города Рея. Рей – это современный, по сути, можно считать Тегеран, до шведского города Бирка. Это огромный путь, мощный торговый путь, который, по сути, соединил очень коротким путем Восток и Северную Европу. Для этого торговый путь просто вынужден был обходить всю Европу. Через Средиземное море, через Испанию надо было добираться до Северной Европы. Следующий – это Донской торговый путь. Дон для торговли не очень удобен. Во-первых, Дон – река достаточно медленно текущая. Для торговца время – это деньги. Дон течет очень медленно. На Дону очень много мелководьев. Но и Днепр, мы знаем. Так ведь Днепр, быстро течет Днепр. И полноводная река, но пороги. Два порога,
то есть в двух местах пороги, это не два порога, нельзя так говорить, в двух местах пороги, надо выгружать все сюда, тащить, перетаскивать на нижний уровень реки, да, если вниз плывете, опять загружать, опять через какой-то, опять выгружать, опять волоком перетаскивать. Перетаскивать в те времена, конечно, было нормальным явлением, обычным явлением. Но когда вот эти пороги становятся определенным препятствием уже и препятствием для безопасности, потому что самое беззащитное время для торговца – это когда ты сошел на берег, то есть разгрузился, и враг тебя берет тепленькими. Поэтому летописно известный путь от Варяг греки, это вот Днепровский путь, и путь от Варяг Хвалиси, это результат деятельности, прежде всего, именно торговцев с юга, не торговцев с севера. Но варяги очень быстро поняли, какая выгода в этом лежит. Какая выгода в этом лежит. И посмотрите, воспользовавшись, то в хазарском каганате начинаются так называемые в кавычках гражданские войны, это в самом начале IX века, это 810-814 года, там, например, да, приход к власти Обадии, а потом установление двухдинастийной системы, а потом 842-863 года, это так называемое Кабарское движение против действующей династии, очень такое мощное движение против центральной власти, где много народов, в основном это саверы, конечно, и венгры участвовали в этом движении. И этим воспользовались, прежде всего, викинги, скандинавы, Восточной Прибалтики. Уже они не совсем, не только, скажем, свевы или даны, там и финские народы, и славянские народы, но вот это северяне хорошо воспользовались. Конечно, большинство из них во главе стояли, собственно, наверное, скандинавы, Эскольд и Диру. Например, мы знаем это летописно как Аскольда и Дира, как людей Рюрика. Потом, собственно, Рюрик, да, ну, Хельг или Хельгу. Хельгу переводится с скандинавского «счастливый». В каких отношениях он Рюрику до сих пор мы точно не знаем. Был ли он его племянником или дальним родственником, но то, что он был опекуном его сына, Ингвара Хрериксона, Хрёриксон, можно так сказать, да, то есть Игоря Рюриковича по-славянски, это факт. То есть посмотрите, за короткое время они берут в руки, по сути, всю северную часть Великой Волжской пути, по сути, до Верховьев и, может быть, даже чуть в конечном счете устанавливая достаточно такие хорошие договорные отношения с хазарской властью. Днепровский путь полностью взяли в свои руки. Полностью. Без хазарского контроля. Вот так происходит разделение. Кстати, это разделение, оно зафиксировано даже в источниках архаичных упоминания русских правителей, которые, например, русских правителей по IX, по началу X века называют каганами. То есть, а Каган, мы знаем, это верховный держатель власти, полностью никому не подчиняющийся. Русские Каганы, да, о них есть упоминания и, в частности, в европейских источниках. Вот мы пришли к тому времени, когда, вот, пожалуйста, торговые пути, вместе слияния Великого Волжского и Днепровского пути, в скором времени возникнет новый город. Кстати, заморачиваться с названием абсолютно не стали. Так и называем Новгород. Так ведь? Новгород. Поэтому, если мы посмотрим присутствие на данной территории в это время следов пребывания, археологи, они не верят ничему, пока сами не потрогают. По Днепровскому пути это знаменитые Гнездовские курганы,